Китайские власти, проводящие репрессии над мусульманами Восточного Туркестана, уничтожающие религиозные и культурные ценности региона и запрещающие производство пищевых продуктов по стандартам халяль, взялись за научные достояния уйгуров. По последним сообщениям, были закрыты и опечатаны все уйгурские библиотеки в таких городах, как Кашгар и Хотан. Стало известно, что в китайских лагерях, в которых содержится большое количество мусульман, также находятся и граждане Турции. Новости о том, что граждане Турции, без вести пропавшие на территории Китайской Народной Республики, могут находиться в лагерях Восточного Туркестана, стали повесткой дня для зарубежных СМИ. 29 марта Народная республиканская партия Турции подала предложение в парламент с требованием разобраться в ситуации и провести расследование. Двое граждан Объединенных Арабских Эмиратов задержаны в Турции по подозрению в шпионаже. Следствие рассматривает причастность одного из них к делу Джемаля Кашикчи. Допрос подозреваемых ведет отдел внешней разведки Турции. Задержанные признались в том, что находились в Стамбуле для разведывательной деятельности. Символично то, что сразу же после задержания арабских агентов Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты начали распространять провокационную информацию против Турции посредством социальных страниц и мессенджеров. Государственное телевидение Ирана сообщило, что глава иранской разведки Махмуд Алави заявил о том, что было выявлено и задержано 290 агентов ЦРУ, занимавшихся подрывной деятельностью в Иране и соседних государствах. По сообщениям информационного агентства Египта, заместитель секретаря Арабской лиги Хусейн Зеки сообщил о том, что министры иностранных дел стран Арабской лиги соберутся в это воскресенье в Каире для рассмотрения проекта США под названием «Соглашение века».